Всем здравствуйте! В этом видео я покажу маленький домик площадью 4 квадратных метра с дверью чуть меньше метра, в котором жил отшельник Трифон. Но добраться туда для меня оказалось рискованным делом, так как по пути мы увидели свежие следы волка. Кстати, если вы не подписаны, прошу подписаться на мой канал. Итак, в один прекрасный апрельский день муж по моей давней просьбе незапланированно сообщил, что поедем на Буране в дом Трифона. И я второпях отправилась с ним в путь. Мы там были весной 2016 года. Дом стоит в лесу примерно в 5 километрах от села Исид. В этот день солнце ярко светило, природа пробуждалась и преображалась буквально на глазах. Муж остановился. Выгуля. О. Куда? На снегу были свежие следы волка. Увидев эти следы, я испугалась, но ничего не сказала об этом. И мы дальше продолжили путь. Проехав немного, муж сказал мне слезть. Я так поняла, что он развернется, а на самом деле он уехал и пропал на несколько минут. В этой тишине мне казалось, что волк где-то рядом сидит и наблюдает за мной. Муж вернулся без саней, и мы, немного отъехав, поднялись на гору. И вот мы приехали в дом Трифона. Вот мы приехали в дом Трифона. Кем он был, Трифон? Я узнала совсем немного сведений о нем. Его звали Федоров Трифон Трофимович, 1928 года рождения. Вот дом Трифона. 2 на 1,5, да, Коля? Где-то 2 на 1,5. Вот маленькое окошечко. И вот дверь. Вон висит его кепка. Вот маленькая дверь, даже меньше метра, по-моему. А голову там. Открывать не буду, да? Ага.
Как его зовут? Трифон по национальности был русский, но говорил только на якутском языке. В 70-е годы он жил в местности Тастав. В 1980-х годах поселился в местности Орто-Юрях. Это место называется Орто-Юрях. По-разному рассказывают об этом человеке. По некоторым рассказам Трифона обвинили, и он сидел в тюрьме 9 лет за кражу котелка картошки, которого не совершал. Там его избили, и он после этого сторонился людей. В годы жизни в этой избушке Трифон рубил лес. Муж хотел показать мне пни, но я не стала заходить в лес, так как чувство страха не покидало меня. Но у меня сохранились фотографии, сделанные в 2016 году. Трифон рубил лес, колол дрова, потом заготовку дров продавал населению, либо обменивал на продукты – масло, сахар, мясо. Иногда он ездил к сестре в гости в город Якутск. Дальше мы продолжили путь обратно. Это мы остановились на том месте, где видели следы волка. Муж сказал, что, видимо, волк охотился на косачей. Он сказал, что не надо бояться волка, тем более одного. По пути было много следов зайцев, косули. Вот так интересно мы провели время. На сегодня все. Надеюсь, вам понравилось мое небольшое видео. Подписывайтесь на мой канал. Всех благодарю. До новых встреч!